Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Есть строки, которые точно бы культурный код, известны всем, интуитивно понятны и близки каждому, пробуждают в сердцах и душах неподдельные, искренние эмоции. Автор таких строк – знаменитого стихотворения «Жди меня», ставшего в годы Великой Отечественной войны негласным гимном для сотен тысяч жен, матерей и возлюбленных, Константин Симонов, связан с прекрасной Апсны неразрывно. И об этой связи, о любви к абхазской земле и культуре, пронесенной Константином Михайловичем через годы жизни, на памятном вечере поведали многое. Человек, который умел каким-то невероятным образом дружить, любить и с абсолютным доверием и к абхазским писателям, и не только к писателям интеллигенции, а и к простому народу, к Абхазии в целом. Он писал о том, что двери в Абхазию для него открыл Дмитрий Иосифович Гулия. И вот эта дружба с Дмитрием Иосифовичем Гулия, с его сыном, наш очень известным писателем Георгием Дмитриевичем Гулия, это были очень близкие друзья, на самом деле во многом повлияло на развитие, скажу прямо, на развитие абхазской национальной литературы, которая тогда только-только становилась. Военный корреспондент, на долю которого выпала работа в самое опасное и жестокое время, Константин Симонов часто возвращался к теме войны в своей работе – поэтической, писательской и сценарной. Первые фильмы и спектакли по военным произведениям Симонова появились уже в годы Великой Отечественной. По воспоминаниям современников, это помогло в моральной поддержке солдат и тех, кто ждал бойцов с фронта. С 1947 года Константин Симонов по несколько месяцев в году жил и творил в Абхазии. И продолжалось так вплоть до его смерти в 1979 году. Мы все в долгу перед этим человеком, перед этой личностью, потому что столько, сколько сделал, а это слова уже Баграта Васильевича Шинкуба, нашего народного поэта и всем известного, сказал, столько, сколько сделал Константин Михайлович Симонов для абхазской литературы, для абхазских писателей, не сделал никто. За 30 лет половина того, что сделано им, сделано именно в Абхазии, в Агудзере. И это дорогого стоит. Мероприятие, названное строками самого писателя «Я люблю этот край, люблю вблизи и люблю издали», собрало поклонников его творчества и ценителей литературного наследия как из Абхазии, так и из России. А сам вечер начался с открытия небольшой выставки, посвященной жизни и творчеству Константина Симонова. На многочисленных черно-белых изображениях писатель предстает в самых разных периодах жизненного пути. Одни фото повествуют о тяжелых годах войны. Застывшее мгновение переносит нас аккурат в Берлин 1945 года. Иные иллюстрируют тепло гудзерского дома писателя, в котором родилось множество известных его произведений. Есть выставки, доступные для посещения до конца текущей недели, и совместные снимки Константина Михайловича с друзьями, коллегами и семьей, и его личные вещи, и даже те, что были сотворены им вручную. Среди представленных реликвий и знаменитая тарелка Пабло Пикассо с его автографом. Памятный вечер после открытия экспозиции продолжился в зале литературно-мемориального музея имени Гулия. Там гости заслушали музыкальные номера, стихи поэта и писателя, историю их написания, поведанную его сыном Алексеем Симоновым. А народный артист Абхазии Кесоу Хагба прочитал стихотворение Константина Михайловича в переводе на абхазский язык. Ярценыхом гибапшиз салам бахицхаран, нас запшрал сбытапчиз, брыцфи зазубран, безсепшиз хонхойт сырге,
бго халалзарбхаз, урцхер дырвайт яхеги, ирхаштрын яхтаз. Он был выдающимся человеком. Так о Константине Симонове нам поведал государственный и общественный деятель Вячеслав Цукба, которому не единожды довелось встречаться с писателем лично. Мне посчастливилось в жизни неоднократно с ним общаться. Будучи молодым человеком, студентом, а позже уже находясь в должности первого заместителя председателя правительства Абхазии, на 70-летие я вступительное слово о нем сказал в филармонии, которая битком была забита нашей общественностью, представителями интеллигенции, крестьянства, молодежи. Он был выдающийся. И все, что бы он ни сказал, то ли он шутил, то ли говорил серьезно, для меня это было гениально. В Абхазии будут всегда ее помнить. И то, что дача его, где он неоднократно бывал, и лучшие свои произведения создал там, и мне приходилось там тоже бывать, еще в юности, как комсомольский работник. И оно станет очагом культуры. И это не просто филиал этого музея имени Гуля, а это мемориальная дача Константина Симонова. И это место будет для нас святым. История дома Константина Симонова, расположенного в поселке Агудзера, трепетная и трогательная. Множество знаковых произведений автора были написаны именно там. После смерти писателя этот совсем небольшой дом был передан литературно-мемориальному музею имени Гулия. Там появился филиал музея, который был открыт для посещения всех желающих поближе познакомиться с жизнью Симонова в Абхазии, вплоть до начала Отечественной войны народа Абхазии. В ходе кровопролитной войны дом Константина Михайловича, увы, был частично поврежден и по сей день не восстановлен, но большую часть вещей сотрудникам музея имени Гулия удалось вывести. В одном из писем своих говорил, всегда отмечал, что это его родной дом, что без посещения этого дома он даже не мыслит себе бывать в Абхазии. Частично он подпорчен, но все это исправимо, все хорошо, осталась даже крыша, как я говорю. Вот. Там сделать красивый маленький музей на радость и республике, и ее жителям, и на радость приезжающим. Тем более там у нас аэропорт есть, будет очень удобно, никуда не выезжая в другой город. Здесь вот еще один красивый уголок в Абхазии, еще один музей такого человека. Вот будет у нас, и мы мечтаем об этом. Памятный вечер, посвященный Константину Симонову, выдался теплым и искренним. Пожалуй, под стать самому писателю и поэту, работа и жизнь которого повлияли на сотни тысяч умов, на процветание и развитие литературы и в СССР, и непосредственно в Абхазии, а строки его навеки остались в памяти живущих. Рада Чачава, Сосрыква Агухава, Абаза ТВ.